По поручению главы Коми Владимира Уйба в Тюменскую область направились 50 сотрудников Коми лесопожарного центра. Там горят целые населенные пункты, и ситуация с лесными пожарами настолько серьезная, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился за помощью к регионам страны. В кратчайшие сроки была создана команда межрегионального регулирования, в которую вошли огнеборцы со всей республики. О работе нашего лесного спецназа в сюжете Павла Королева. Сюда внутрь леса, быстрее заезжай, быстрее, парни! Пожарные расчеты едва успевают сбивать пламя, подбирающееся к жилым домам. Горят целые дачные поселки. В одном из таких пламя выкосило около 80 построек. На борьбу с огненной стихией брошены более 1200 человек, в том числе спецтехника Министерства обороны, пожарные поезда и авиация. Но силы не равны, поэтому на выручку пришли огнеборцы из других регионов, в том числе специалисты Коми лесопожарного центра. Короткие сборы, и вот они уже в Сыктывкарском аэропорту. Из столицы Коми самолетом Як-42 перелет в Тюмень, а там сразу же в бой. Наши ребята участвуют в ликвидации лесного пожара возле села Мулаши. Как можно судить по этим снимкам, работы хватает, как, впрочем, и их коллегам из других регионов. На призывы о помощи кроме Коми откликнулись Татарстан, Карелия, Оренбургская, Самарская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Помимо огнеборцев, местные надеются и на помощь высших сил. Пытаются остановить огненную стихию иконой и молитвой. Что же касается нашего региона, то Коми тоже активно готовится к предстоящему пожароопасному сезону. Прохладная и пасмурная погода нам благоволит, поэтому пока что обходится без лесных пожаров. Но нужно быть готовым ко всему. На сегодня работает в круглосуточном режиме диспетчерский пункт. У нас заключены договора по авиации, я уже рассказал про базирование самолетов. У нас подготовлен личный состав, это 10 летчиков-наблюдателей, плюс 4 дополнительных у нас отучатся и придут к нам в июне исполнять свои обязанности. Парашютистов, десантников у нас подготовлено 154 человека, и с 1 мая мы начали, благодаря тому, что нам Республика Коми дала дополнительные средства в размере 30 миллионов, мы начали набор временных рабочих на тушение лесных пожаров. Будем нанимать 118 человек. Между тем, синоптики обещают в Коми жаркое лето, а потому высока вероятность лесных пожаров, в том числе из-за человеческого фактора. Поэтому огнеборцы просят жителей Коми не разводить костры. К тому же в регионе уже действует особый противопожарный режим. Павел Королев, телеканал Юрган.